Назрановскому отряду весною 1844 года предстоял поход, собственно, в пределы Малую Чечню для наказания непокорных карабулаков. Жители кои считались на Кавказе особенно воинственными и отчаянно храбрыми, будучи, как и вообще горцы, отличными и ловкими стрелками и искусно действуя при обороне в лесах, обитатели Малой Чечни особенную лихостью проявляли при преследовании неприятеля. В этом случае с ними положительно никто не мог сравниться, и они тут сплошь и рядом отваживались драться, имея против одного 5 или даже 10 человек врагов, чему, конечно, благоприятствовали условия местности, самой природой, как уже было сказано, приспособленной к характеру воинственного населения. Местность эта почти никогда не позволяла нашим превосходным силам развернуться так, чтобы все таковые силы имели возможность принять участие в столкновении, чем и пользовались горцы. Небольшая сравнительно кучка коих, от 200 до 300 человек, зачастую завязывала дело с несколькими нашими ротами, даже батальонами, нанося с особой назойливостью преимущественно на наш арьергард и боковые цепи, где и кипел всегда самый отчаянный бой, особенно при отступлении. Горцы при этом, отвечая обыкновенно одним выстрелом на сотни наших, наносили нам огнем своим несоразмерно большие потери, чем несли сами. Причиной этого было вооружение горцев нарезанными винтовками, бившими несравненно дальше и вернее наших кремниевых ружей. К тому же обитатели гор Кавказа приучались к меткой стрельбе с детства. Источник. История 50-го пехотного литовского полка от 1809 до 1909 годов. Страница 350.